скажешь, в котором про намаз сказано слово одно. Не может этого быть. А у меня мать учительница, 36 лет, 37 лет в школе. Детей 4 предметам учила. Я говорю, ты же читать умеешь, ты... Да, короче, ты сама никого не спрашивай, в Коране нету. Просто Эльмир Кулиев, наш брат ФСБшник татар, он просто туда вот эти словечки записал, но там в самом оригинале нету слова намаз. Аллах говорит салва, это мольба, дуа. Я могу и без этих ритуалов, говорю, попросить у Отца, Святого Отца то, что хочу. Но там про религиозный обряд, это же религиозный обряд, это намаз. Это нам втирали дичь, что это один из столпов ислама. Как это может быть один из важных столпов ислама, если в Коране про это ничего нету, ни одного словечка? Понимаете? А потом мне говорят, вы начали мне вот эти... Это Мухаммад нам показывал. Мухаммад нам показывал, как с детьми спать. Мухаммад нам показывал, как инцест делать. А мы же это не делаем? Не делаем. Тогда зачем мне делать намаз, который Мухаммад делал? У меня тоже вопрос. Вы говорите, что то, что на нас возложил Аллах, это фарз, то есть обязательно, а то, что пророк делал, это сунна. Хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь. Так начиналось это, то есть Санта-Барбара. Хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь. Ну, сейчас к чему мы пришли? Что я тоже не хочу тогда, не хочешь, я намаз-то ничего я не хочешь уже. Ну, то, чтобы чеченцу, я думаю, легче вот это столкновение миров, сбросит этот балласт чечен. Но сегодня на нас это навязывается миллиардами долларов и угрозами страшными, домашними, твоими близкими, детьми, вообще во всех направлениях терроризирует нас. На нас это целенаправленно, усиленно навязывается. Потому что если чеченский народ на это плюнет, то на Северном Кавказе ни один народ больше в сторону ислама не посмотрит. Понимаете, в чем тут суть? На нашем горбу это хайпануло, вот это на войнах, вот люди, которые кричавшие Аллах Акбар, вообще не знают, что это, вот эти кличи. А во вторую войну уже была уже подготовлена почва для этого. Пропаганда уже проехалась по ушам. Элита была уничтожена практически вся после Первой войны. Тех, кто остались, добили. И занесли туда вот этот радикальный ислам. Это полностью оприходованная тактика в Афганистане. Полностью проезженная пластинка. После того, как СССР вышел из Афганистана, туда вот затащили полудохлый труп вот этой фашистской идеологии ислам. И этим занимались КГБ СССР. Спецы, да. У меня есть фотографии даже. Полковник ФСК, ФСБ России, полковник, как они называют, ГРУ. Полностью, вот вы никогда не подумаете, что он русский. Он там стоит с автоматом, вот этим тюльпанчиком, полностью в халате. Талиб, короче, с бородой, с чалмой, внедренный. Вот так ислам затаскивается. Но я никогда в исламе не был. Я думал, что я мусульманин. Я все... Вот месяц Рамадан, пост. 10 лет я первый раз в мечеть пошел. Да, вот таких, как я, практически 99%, которые думают, что они мусульмане, если сделать намаз и вот это соблюдать месяц Рамадана, этот пост. И все. Но сейчас полностью облик, бороды, там, короче, на женщину, вот эти хиджабы, которые Умар заставил прислать аят Аллаха через шантаж жен пророка. 13 глава, выход по большой нужде женщин из дома. 146 хадис. Передает Айша. Вабе или Вадда, не, это другое. Айша передает, обычно для удовлетворения большой нужды
жены пророка выходили на Аль-Манаси, обширное открытое место близ кладбища Аль-Баки в Медине. Однако посланник, этот Омар обращался к пророку: заставляй своих жен надевать покрывало. То есть Омар говорит пророку, алло, 29-й. Представляете, жены пророка абсолютно голыми ходили около кладбища, фугас положить. Омар говорил, заставляй своих жен надевать покрывало. Однако посланник Аллаха не делал этого. Однажды Сахла бинт Зам, которая была высокой женщиной, вышла по нужде. И Умар обратился к ней, сказав: поистине мы узнали тебя, о Сауда. Представляете, мы узнали тебя, еще чуваков с собой взял, прикалывается над женами пророка. Он сделал это, чтобы было ниспослано откровение о ношении покрывала. И Аллах действительно ниспослал такой аят. Это вообще что такое? То есть, это на полных шаг сейчас, Омар заставил Аллаха прислать аят? Это что, вообще? А нам говорили, что это Аллах сказал женщин покрывать. Да, сказал, когда Омар, подумал, что так нужно. Я уже, когда все это начал изучать, я понял, почему Омар так сделал. Потому что женщина, которая вышла ночью без одежды, муджахиды вообще не спросили ни имени, ни паспорта, могли ее отникахать. Да. Омар сам заставлял женщин, ходить, с открытым торсом, чтобы отличались от свободных женщин. Вы наложницы, вы не имеете права закрываться. А вот у жены пророка абсолютно голыми выходили. И Омар, это начальник охраны же нашего пророка, получается, кавычка нашего. И Омар, видя картину, и неоднократно доносили стопудово, что жен пророка муджахиды всего куяна никахат каждую ночь. А этот там с ребенком играется, с 9-летним дома. Он занят. И Омар, заставил Аллаха прислать аят, чтобы покрывались. Вот везде, куда ни сунься, ни одна позиция в исламе не подлежит вообще, чтобы постать на ее сторону и защитить эту позицию. Ни одну позицию невозможно отстоять. Я как адвокат даже пытался в своей голове, когда это все начиналось, вот я думал, как 53-летний мужчина может... Я уже в своей голове начал оправдание волшебное сделать Мухаммеду. И в своей голове, знаете, что придумал? Вот на время этого процесса никаха, когда Аллах же всемогущий, Аллах делает так, что лет 30 или его возраста она взрослеет, он свое дело делает обратно. Я даже вот так это оправдывал, пока не наткнулся на 65-ю суру 4-й аят. А в этом аяте как раз, я-то думал, это хорошо одному Мухаммеду, это все, Мухаммед и все, больше никому нельзя, потому что 9 жен и наложницы, только Мухаммеду можно было столько. Такой же вариант. Натыкаюсь на 9-ю суру, на 65-ю суру, 4-й аят, а там Аллах это дозволяет всем мусульманам. Да. Тавсир Ибн Касира. И тех из ваших женщин, в силу своего возраста, у которых прекратились менструации, для них срок айда предписан 3 месяца. Как и для тех, у кого еще не было менструации. И беременные женщины, для них срок айда начинается, когда они сложат ношу, то есть родят. 33 суре 49 аята дополнение к этому. Как раз таки Аллах говорит, если вы не отникахали этих маленьких, у которых еще дни не начались, их не нужно, чтобы они выжидали 3 месяца, отпустите их. Просто представляете всю картину?
От Вендетта. нас это все ни один чеченец не в курсе. Вот это все. Вендетта, ты рассказал шикарную историю, брат. Я, Я за... я понял, что я не мусульманин, когда вот они сами говорят, что если ты не принимаешь, и сама идеология ислам говорит, что один аят или один сахих хадис, если ты не принимаешь, если отвергаешь, все, ты не мусульманин. Я это признал просто. Я признаю, что я задним числом отрекаюсь от ислама. Не сегодняшним, а в 10 лет, когда я первый намаз сделал первый раз, который в Коране нету. Я вот оттуда отрекаюсь от ислама. Вот задним числом, не сегодняшним, не вчерашним, а до он там 30 лет назад ровно. Я вместе с тобой, брат, Вот отрекаюсь. такие вопросы, если есть еще, я могу на Есть, вопросы есть, ответить. да, есть, брат, один Но вопрос у меня. в исламе для чеченцев, я для себя эти аяты, номера, это знаю. 4 сура, 24 аят, 65 сура, 4 аят, 33 сура, 49 аят, 2 сура, 178 аят, кстати, это возмездие. Представляете, чеченцу приходят и говорят, что ваш чир это неправильно, типа вы неправильно мстите своим кровникам. Сейчас мы вам новое покажем. А ну покажите. Открываем вторую суру, 178 аят. Тавсир Ибн Касира. Вам предписано возмездие. Раб за раба, женщина за женщину, свободный за свободного. То есть, это что? То есть, мою жену кто-то убил, 32 плюс, осуждаю, насилие, все, Аллах воскресе. И я в ответ должен его жену отправить на концерт Кобзона. Это что такое? Венде- Алло, 29. Вендетта, это просто я все понимаю, что ты говоришь, брат. Я забыл всем зрителям сказать, Вендетта также является автором блатной суры. И все мне пишут, чтобы ты рассказал им блатные суры и на этом оумин сделал, брат. Если это возможно. Все просят меня, вот сейчас пишут в чате. Блатные суры нам. Да, у меня есть блатная сура. Аль-Падлиз называется. Первая сура. Мы ее в конце прочитаем, иншаллах. Ну, Ну вот, говори. понимаете, вот я все аяты, которые я сейчас перечислил, если я их принимаю, я не то, что я не чеченец, я просто я даже не могу себя к мужскому полу отнести. Какой я чеченец, если я всю эту мерзость, короче, я ее пропускаю через себя, эту каждую суру, каждую аят. Мне мои предки завещали, если хочешь узнать, где истина, где ложь, где, короче, пропусти все через себя. Наши предки вот так, через себя. Все примеряй через себя, примеряй к себе. Например, вот они говорят, эти женщины были врагов. 4 суры, когда говоришь, это женщин, алло, 29. А так не делай. Давайте мы туда поставим. Я им говорю, давай, это там наши женщины с тобой. Нас повязали ночью, когда мы спали, на нас напали, твою мать, мою сестру, твою сестру, наших жен, наших дочерей. Давай туда вот их поставим. Мы лежим завязанными руками, ногами там. И потом нам говорят еще, примите ислам. И мы с тобой, о, машаллах, блядь, вот это религия, сразу примем Аллаха, его посланника, да? Вот так нужно, вот так. Давай тогда, брат. У нас здесь еще есть один человек, он ждет своей очереди, Вендетта. Я благодарю, что ты нам рассказал. Посидите с нами, может, нам расскажешь еще какие-нибудь истории такие, когда ты вспомнишь. Очень, очень благодарю, что ты а, пришел, когда я тебя попросил. Очень сильно благодарю. Все тебе в чате на ютубе пишут, Вендетта, мы тебя любим. Вендетта, если у тебя есть, они просят твой канал, я закреплю твой YouTube канал, TikTok канал, хорошо, Вендетта? Чтобы все вы по ссылке перешли. Когда закончится стрим,
Ребята, я закреплю Вендетту, ТикТок этот, как его, ну, этот канал, то есть, чтобы вы могли к нему перейти и поговорить лично автором Блатной Суры, который никто не может повторить ни в этом мире и ни в следующем. Ну, теперь же перейдем дальше.